Здравствуйте, в эфире «Итоги недели», в студии Анастасия Ильчубаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Принять и обогреть человеческим теплом. В Башкортостане разворачивают пункты временного размещения. Башкортостан примет более 2000 эвакуированных с Донбасса. Люди бегут от войны, оставив свои дома. И хоть на время домом для них станет наша республика. Жители республики протянули руку помощи беженцам из Донбасса. Хочется выразить огромнейшую благодарность Ради Фаридовичу Хабирову, народу Башкортостана. Бодрящий дорогой, производители кофе фиксируют двукратное повышение цен. Кофе произведено меньше, чем его потреблялось ранее. Что происходит на бирже и во сколько обойдется любимая многими привычка? Все зависит, скорее всего, от конъюнктуры местного рынка. Слезы побед и поражений, одни из самых драматичных зимних Олимпийских игр, подошли к концу. Россия встречает героев. Очень приятно, несмотря на наш результат, что нас ценят, любят. Башкирия представила рекордное количество атлетов, о чем мечтают спортсмены, вернувшись на родину. Первое, что я сделаю, наверное, когда приеду, это не в душ пойду, а сяду за стол и буду кушать. Поймать и оседлать. В Башкортостане впервые проходят соревнования по укрощению диких лошадей. Зрелище равноценно риску. Участники должны быть обязательно застрахованы. Лошадь, он чувствует боль, чувствует опасность, чувствует тревогу. И вот этот человек, он должен найти общий язык. Башкортостан готов принять у себя беженцев с Донбасса. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава республики Ради Хабиров. Некоторые жители региона изъявили желание предоставить временный кров для женщин и детей из Луганской и Донецкой народных республик. В Уфе тем временем создан оперативный штаб по эвакуации. Все подробности в материале нашего корреспондента Азата Садриева. Вой сирен и очереди на заправках и у банкоматов жителей Донбасса. В первую очередь с линии разграничения эвакуируют в Россию. Такое решение приняли главы Донецкой и Луганской народных республик. Походу в Донецкой эвакуация началась. Люди все выезжают. На личных автомобилях, автобусами и поездами жители Донбасса пересекают границу с Россией. Кроме Ростовской области, эвакуированных готовы принять и другие регионы, в том числе и Башкортостан. Об этом сообщил Ради Хабиров в своих социальных сетях. Жители Луганской и Донецкой республик – родные для нас люди. История нашей дружбы уходит еще в Великую Отечественную войну. И, конечно, Башкортостан всегда готов им оказать помощь. Мы готовы принять эвакуированных у нас в республике. Глава Башкортостана назвал жителей Луганской и Донецкой народных республик родными для нас. Во время визита в ДНР в мае прошлого года Ради Хабиров возложил цветы к месту гибели и братской могиле, где со своими бойцами похоронен командир 112-й башкирской кавалерийской дивизии, герой России Минигали Шаймуратов. Во время ответного визита в Уфу глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил: башкирские кавалеристы не только наши герои. Дивизия освобождала в том числе и Донбасс, башкирская кавалерийская дивизия. Поэтому мы чтим память. Безусловно, генерал Шаймуратов, мы его тоже считаем своим. И здесь его ценят, уважают. Поэтому с Ради Фаридовичем мы были и на месте гибели, и Ради Фаридович уделяет очень большое внимание увековечению памяти. Ну, безусловно, вместе с нами. По поручению Ради Хабирова в Уфе создали оперативный штаб по эвакуации жителей Донбасса. Его возглавил вице-премьер, министр здравоохранения республики Максим Забелин. Многоканальный телефон ситуационного центра 218 19 19 теперь также принимает звонки от граждан ДНР и ЛНР. Но первыми обратились башкортостанцы. С первых же минут небеженцы стали звонить нам в ситуационный центр, жители Уфы, Нефтекамска, рядом Уфимского района, готовы оказать, принять этих беженцев, материальную помощь, квартиру дать, машины. Вы знаете, вот это настолько слезы текут, как мы понимаем, каково людям в таких трудных условиях, и наши доброжелатели, милосердие жители нашей республики. На призыв о помощи откликнулись и предприниматели. Они объединились в республиканский общественный штаб, который занимается сбором гуманитарной помощи. Нужно помочь братскому народу, нужно оказать помощь и Ростовской области. Поэтому на сегодняшний день мы собираем первые
средства необходимости. Это прежде всего средства гигиены, продукты питания, одежду. И, конечно же, мы приветствуем и поддерживаем главу нашей республики Радия Фаритовича в том, что мы готовы принять у себя граждан ДНР и ЛНР. Не остались в стороне и общественные организации. Фонд развития Уфы открыл счет сбора пожертвований для помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Реквизиты вы сейчас видите на своих экранах. В назначении платежа нужно указать на проект «Помощь жителям из ЛНР и ДНР». Хочется выразить огромнейшую благодарность Радию Фаритовичу Хабирову, народу Башкортостана, за то, что сегодня в такие трудные дни на Донбассе проявили внимание и заботу о жителях Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики. Огромнейшее вам спасибо. Чувствуя такую поддержку, мы чувствуем в себе силы и уверенность в том, что в скором времени возможно осуществится тот самый мир долгожданный, который мы уже ожидаем 8-й год на территории Донбасса. Слежу за событиями на Украине, и сердце кровью обливается, когда вижу, что жителям Донецкой и Луганской народных республик приходится покидать родину и перебираться хоть и в дружественную, но все же чужую страну. Россия большая страна, но еще больше в нашей стране добрых людей, поэтому намерение главы Башкирии Радия Хабирова дать кров жителям Украины в нашей республике понимаю и приветствую, тем более, что мы многим обязаны этим жителям, ведь они до сих пор чтят память наших дедов, воевавших там, в том числе и знаменитого генерала Минигали Шаймуратова. Оказать посильную гуманитарную помощь может любой неравнодушный житель. Как сообщает штаб общественной поддержки, продукты длительного хранения, новые постельные принадлежности, одежду и средства гигиены принимают в Уфе по адресу улица Цюрюпа, 17. Волонтеры передадут все собранные вещи жителям ЛНР и ДНР. Башкортостан примет более 2000 эвакуированных с Донбасса. Люди бегут от войны, оставив свои дома. И хоть на время домом для них станет наша республика. Власти готовят для беженцев 13 пунктов временного размещения в санаториях и гостиницах региона. Людей обеспечат всем необходимым, в том числе и медицинским обслуживанием. Азат Садреев, Роберт Давлетбердин и Сергей Галкин. Итоги недели. Уфа. В Башкортостане отменили QR-коды при посещении общественных мест. Такое решение принял глава республики Радий Хабиров на заседании штаба по коронавирусу. Согласно изменениям, массовые мероприятия также можно будет посещать всем, вне зависимости от наличия QR-кода. Однако ограничения останутся на мероприятиях в закрытых помещениях, если в зале более 500 человек. В таких случаях сертификат о прививке показывать нужно. Настала пора снятия определенных ограничений, которые особенно мешают нашему бизнесу и вообще развиваться многим нашим предприятиям. Речь идет о QR-кодах. Надо освободить от этой тяжелой ноши наши предприятия, наши рестораны, библиотеки, кинотеатры, торговые центры. Вот это все надо освобождать. Поэтому вот главная задача, которую я сегодня ставлю. Отмена QR-кодов обусловлена достижением плана вакцинации и большим числом переболевших с высоким уровнем антител. К тому же эксперты отмечают, что пациенты, заразившиеся коронавирусом штамма омикрон, как правило, переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме. Стоит отметить, что масочный режим, соблюдение социальной дистанции, санитарная обработка помещений сохраняются в полном объеме. Мы видим, что процент госпитализации у нас низкий, не более 3-4% от общего числа у нас находится на лечении в ковид-госпиталях. Мы видим, что существенно уменьшилась нагрузка в первичном звене, более чем в 2 раза снизилось количество вызовов скорой медицинской помощи по сравнению с началом февраля и на текущую дату. Мы достигли, так скажем, пиковых значений, потому что в ближайшее время мы ожидаем уже снижения и в относительных цифрах. Сын экс-главы Иглинского района Ришата Исхакова пытается взыскать с пенсионерки 1 миллион рублей. Судебные тяжбы длятся уже полгода. Причиной иска о клевете послужило видео, которое сняла учительница русского языка и литературы Светлана Фаткулина о том, как у ее участка демонтируют забор. Кадры сопровождались комментариями пенсионерки, которые, судя по всему, задели семью скандально известного чиновника. Ведь ранее расформированная школа, находящаяся рядом с участком Фаткулиной, оказалась неким кумысным домом, который по праву принадлежит сыну бывшего чиновника Рустяму Исхакову. Он и подал иск о защите чести и достоинства.
На страже феодалов Исхаковых. Судебные приставы, юристы, милиционеры, рабочие собрались, чтобы отобрать землю, которую захватили варварским способом в Иглинском районе. Исхаков и его два сына. Более 200 фирм, на которые оформлена эта собственность. Со слов ответчицы, изначально все члены семьи Исхаковых пытались отсудить у нее по 1 000 000 рублей, якобы за клевету, но решили отозвать иски, кроме Рустяма Исхакова. Суд первой инстанции отказал ему в удовлетворении требований. Сейчас учительницу пытаются обязать выплатить 1 000 000 рублей в качестве компенсации и принести публичные извинения в апелляционном порядке. Заседание продолжилось в Верховном суде республики, но решения вынесено не было. Служители Фемиды объявили перерыв, слушание состоится 1 марта. Те слова, которые я употребила в их адрес, они никак не могут опорочить их честь и достоинство, потому что они являются правдой. Увы, они хотели вообще сначала, чтобы я каждому по 1 000 000 выплатила, но потом почему-то те одумались, а младший Рустям вот упорно хочет все-таки стрясти с меня 1 000 000. Мы пока живем на мамину пенсию. У меня не то, что нет, у меня я выплачиваю кредит, вот, который брала на ремонт дома. Башкирские производители кофе фиксируют двукратное повышение цен. Дорожают необжаренные зерна на первичном рынке, что в перспективе, конечно же, отразится и на стоимости готового напитка. Средняя цена чашки зернового напитка в кофейнях около 150 рублей. Насколько она может вырасти и что влияет на ситуацию, расскажет Артур Шамсудинов. Пока одни рассуждают о пользе и вреде кофе, другие только и успевают, что считать чашки. По статистике, средний россиянин в год выпивает их около 300. Рената Тухбатуллина хоть и не фанат, но утро начинает с зернового напитка. Кофе для меня это по большей части напиток бодрости. Больше предпочитаю кофе с молоком, нежели просто чистый кофе. Поэтому часто мой выбор падает на капучино. Появляется каждый год больше видов кофе. Они разные, то есть людям, наверное, хочется это все попробовать. И к тому же кофе является напитком, так скажем, бодрящим. Он заставляет работать разные доли головного мозга. Цена на кофе, как и на валюту, выстраивается на бирже. Производители фиксируют рост более чем в 2 раза. Один из крупнейших башкирских дилеров закупает необработанные зерна напрямую у фермеров по всему миру, а затем обжаривает и поставляет в кофейни и магазины. Для сравнения, в прошлом году тонна зеленого кофе на первичном рынке стоила около $5000, теперь в среднем 9. В 2021 в Бразилии было одновременно заморозки и после пожара, ну или наоборот, там в другом порядке. То есть практически 3 из 4 кофейных деревьев погибли. Для того, чтобы восстановить саженцы, необходимо около 4 лет. В связи с этим сейчас кофе произведено меньше, чем его потреблялось ранее. При всем, что спрос на кофе растет. Для понимания, Бразилия производит 1/3 всего мирового кофе. На ситуации с подорожанием сказалась и пандемия, из-за которой границы стран закрыты. Отсюда трудности с транспортировкой. И это без учета остальных факторов. Бумага, повышается в цене. Упаковка для молока повышается. Само молоко. Вот это все влияет на повышение. Мы будем это делать, безусловно, частично за счет своей прибыли, а частично, конечно, будем повышать цену. Думаю, 10% это максимум. Но и это все зависит, скорее всего, от конъюнктуры местного рынка. Меньше всего повышение затронет более элитные сорта. Зато ощутимее удорожание заметят потребители бюджетных вариантов. Тут стоимость может подскочить и на 30-50%, говорят производители. В вопросе ценообразования большую роль играют и сами любители бодрящего напитка. Потребление кофе за последние 30 лет выросло в 10 раз, а высокий спрос, как известно, стимулирует и рост цен. Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Родион Матвеев и Виктор Демидов. Итоги недели. Миграционный рекорд. Впервые за 8 лет Башкортостан завершает год с приростом прибывшего населения. Об этом говорили на оперативном совещании, которое провел руководитель региона Ради Хабиров. В республику стали возвращаться с севера, вахтовики устраиваются на прежние рабочие места. Например, в Нефтекамске. Завод по производству автобусов. На предприятии побывала моя коллега Лилия Курбанова и узнала, почему дома все же лучше. Хозяйка на промышленной кухне варит не супы, а трубы. Лилия Фаттахова 10 лет назад выбрала суровую профессию, но сама говорит, самое сложное для нее – это ночные смены, а не мужские должностные обязанности. Опасно, конечно, мы же здесь трубы таскаем, все-таки физический труд. Сложно, как не сложно, я же девушка. В дальнейшем, когда я выработаю вредность свою, я хочу просто на контролера перевестись. Также по сварочному производству продолжать свою деятельность.
уходите отсюда, не хочу. Но есть не столь категоричные коллеги, которые все же вернулись обратно. Иван Вайтин пытался работать в Ханты-Мансийском автономном округе. Уезжал в холод, хотя сам привык работать с теплом, а точнее обеспечивать его пассажирам. Сейчас мужчина занимается установкой обогревательных приборов. Там далеко от семьи. Ни связи даже толком нету, с семьей даже не поговоришь. Условий как-то таковых нету никаких. Связи вообще нету с родными. Ну, можно найти, только идти надо далеко. Вот. Ну, здесь в тепле работаешь, на работу привозят, увозят. Эрик Сайтиев вернулся на производство автобусов в Нефтекамск в конце прошлого года. На севере обещали зарплату выше, а в итоге ушел в минус. Поехали, обещали одно там. Сказали, напрямую возьмут нас в организацию «Газпромскую». В итоге этого не было. Мы поехали как субподрядчиками. Просто поехали. Все. Поработали, получили чуть больше, чем здесь за первый месяц. А потом не платили. На предприятии работают 6 тысяч человек. Почти 1000 трудоустроены в последний год. В их числе как раз и те, кто вернулся с вахт. По словам руководства, средняя зарплата на заводе 45 тысяч рублей. Одно из последних собеседований в этом году работника, почему вы устраиваетесь на НИФАС, показало, что нацелены не просто на зарплату, вы нацелены создать комфортные условия, обеспечить нужным инструментом, причем инструмент очень хороший, дорогостоящий. И мы создаем для работников условия врачебный здравпункт, то есть работник не уходит домой, не лечится, не обращается в здравпункт города. А если у него какие-то легкие заболевания, связаны там укол поставить, капельницу, он это может сделать на территории предприятия. НИФАС более 20 лет сотрудничает с Нефтекамским машиностроительным колледжем. Рабочие специальности в последние годы в регионе выбирают все чаще. Почти половина выпускников 9 класса поступают в средние специальные учебные заведения. Об этом на неделе говорили на заседании Республиканского совета. Кроме того, глава Башкортостана заявил о решении открывать в ближайшие годы 5 филиалов колледжей. Мы гордимся тем, что у нас одна из самых развитых систем профессионального образования, 96 колледжей. По этому показателю мы занимаем 5-е место в Российской Федерации. Но самое главное, у нас есть хорошие практики, у нас есть хороший командный состав всех колледжей, хорошая материальная база. Наша задача ее развивать и модернизировать. На эти цели в текущем году из бюджета выделят 1 миллиард рублей. И это без учета того, что до 2030-го власти ежегодно планируют направлять по 500 миллионов в виде грантов. Мощный толчок в улучшении материально-технической базы дал чемпионат WorldSkills, после которого колледжи получили более 100 мастерских. Результаты, по словам специалистов, ощутимы уже сегодня. Впервые за 8 лет Башкортостан завершает год с приростом прибывшего населения. Вот эти синие автобусы ежедневно отвозят в Москву. На Бирюзовых ездят пассажиры Санкт-Петербурга. Каждый месяц на заводе производят почти 200 машин, чтобы автобусы, которые делают у нас в регионе, путешествовали по всей стране. Как ни парадоксально, люди возвращаются на родину, в Башкортостан. Лилия Курбанова, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Оседлать и как можно дольше продержаться верхом на коне. Такая задача стояла перед участниками конкурса на лучшего объездчика лошадей «Тайтулак». В Башкортостане он проводится впервые. Наездникам из разных районов республики предстояло обуздать практически дикое животное, не приученное к верховой езде. Мероприятие посвятили 210-летию со Дня Победы России в Отечественной войне. Разгромить войска Наполеона в 1812 году во многом помогли башкирские конники, которых французы называли северными амурами. Из Баймакского района репортаж Руслана Батыргареева. Таких падений он уже не боится. Наездник с 12-летним стажем Сергей Айсенов неоднократно приучал лошадей к верховой езде. Сперва оповаживаешь их, гладишь, чтобы они чуть поспокойнее были, чтобы приучались к рукам. А потом можно же постепенно так садиться уже верхом. На конкурсе времени на раскачку нет, на все дается 10 минут, говорит Сергей. Кстати, он как хозяин состязаний выступает первым. Всего на арене 16 лошадей башкирской породы. Конкурсантам нужно заарканить практически дикое животное, которое больше привыкло не к таким загонам, а к естественной среде обитания. Летом на вольном выгуле, зимой, собственно, на Тебеневке.
Обуздание неприученной к верховой езде лошади – зрелище захватывающее, особенно когда происходит все в рамках конкурса. Для самих участников мероприятие достаточно опасное. Не зря одно из условий – все члены команды должны быть застрахованы. Двое помогают, один пытается заарканить. Задача – оседлать коня и продержаться верхом как можно дольше. Секундомер включается с того момента, когда участник взбирается на лошадь. Специально привезли, это называется корок. Быстро можно поймать, лошадь. Это самодельное приспособление, возможно, и помогло показать один из лучших результатов в конкурсе команде из Бурзяна, где в качестве всадника выступал Эльнар Салаватов, а помогали ему отец и родной дядя. Поднять культуру обуздания лошади – это основная задача конкурса, говорят его организаторы. Процесс приучения к верховой езде должен проходить максимально безопасно для наездника. При этом само животное тоже не должно пострадать. Лошадь, он чувствует боль, чувствует опасность, чувствует тревогу. И вот этот человек, он должен найти общий язык. Конкурс на лучшего объездчика лошадей Тайтулак прошел вблизи села Старый Сибай. Участие в нем принимали более 10 команд из разных районов Башкортостана. Инициатором и организатором мероприятия выступил благотворительный фонд по сохранению и развитию лошадей башкирской породы «Ирандык». В республике вообще первый раз проводится, это Тайтулак. Объезжаем диких лошадей. Потом Марган-Ухсы и Аударыш. Аударыш – это борьба на лошадях. В основе народных игр лежат древние забавы башкир-конников. Мероприятие оказалось востребованным, судя по количеству участников и зрителей. В планах сделать его ежегодным, отметил один из гостей праздника, вице-премьер правительства республики Азат Бадранов. Это очень зрелищно, то есть, и очень экстремально. Причем мы посмотрели и игру «Аударыш». Для участия в таких мероприятиях, конечно, надо обладать большой смелостью, ловкостью и просто силой духа огромной. Первый конкурс «Тайтулак» посвятили 210-летию победы России в Отечественной войне. Это дань уважения не только героизму башкирских конников, сражавшихся с армией Наполеона, но и лошадям башкирской породы, которая славится своей выносливостью и неприхотливостью. Руслан Батыргареев, Булат Садриев, Иван Шабрин. Итоги недели. Баймакский район. А вот в Гуфурийском районе дикое животное пришлось одомашить ради его же спасения. Травмированного детеныша косули нашли на трассе еще прошлым летом. Ему было всего несколько недель, он едва не погиб. Малыша приютили и выходили работники страусиной фермы. Теперь Алешка, так назвали животное, живет в своем загоне, встречает посетителей и выпрашивает угощения. О буднях дикого зверя в домашних условиях расскажет Айгуль Хатыпова. Уже подручнее стал, раньше невозможно было ловить, сейчас уже на руки подходит. Сейчас в этом дружелюбном косуленке сложно узнать испуганного малыша, каким попал сюда Алешка. Чтобы накормить тогда еще двухнедельного кроху коровьим молоком, работникам фермы приходилось бегать за ним по всему загону. Кипяченое молоко Олежка уже не пьет. С возрастом перешел на комбикорм и люцерну. В ней много полезных витаминов. Да и людей малыш уже практически не боится. Спокойно берет у посетителей из рук морковь и капусту. Сбитого косуленка нашли на трассе прошлым летом. Травма была серьезной, срочно требовалась помощь специалиста. Неравнодушные люди отвезли животное на ферму. Только там были готовы принять кроху и вызвали ветеринара. У лесного пациента был открытый перелом конечности. Чтобы поставить Алешку на ноги, врачи провели ему операцию. Первое время он пугался, убежал от нас. Ловили, кормили с бутылочкой молоком. Уже получше, наступает на ноги. Раньше не наступал, уже наступает, ходит. Сейчас Алешка живет на ферме среди страусов и верблюдов. Он даже успел завести себе друга, алтайского козла. Работникам не раз приходилось возвращать рогатого на свою территорию. Да и посетители тоже полюбили лесного красавца. Когда только начал ходить, все дети, посетители подходили только сюда. Пытались капустой кормить, морковкой. Но мы не разрешали, конечно, потому что молоком поили. Нельзя было давать. И еще маленький был. А сейчас, когда уже сам начал ходить, подрос, посетители спокойно кормят и морковкой, и капустой. Подходит, ходит, гуляет.
Оказывается, косуленок – это не первое беспомощное существо, которое спасли и выходили работники фермы в Гафурийском районе. Помимо детеныша косуля, в великолепном страусе живет еще несколько травмированных животных. Это барсучиха Соня и рыжий лис Фокс. Он попал сюда больше 5 лет назад. У пушистого обитателя фермы была травмирована задняя лапа. Выпускать в дикую природу этих животных не планируют из-за травм. Они не смогут жить вместе со своими сородичами. А косуля со сломанной ногой и вовсе станет легкой добычей. А вот на ферме Алешка обрел не только имя и кров, но и успел стать всеобщим любимчиком. Айгуль Хатыпова, Булат Закирьянов. Итоги недели. А сейчас события, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моего коллеги Эмиля Басареева. В Салавате вынесли приговор 45-летнему местному жителю, по вине которого погибла маленькая девочка. В сентябре прошлого года в многоквартирном доме по улице Северной произошел пожар. Как установило следствие, находившийся в состоянии алкогольного опьянения подсудимый оставил тлеющий окурок в своей квартире. Сигарета спровоцировала возгорание, в результате которого находившаяся этажом выше 4-летняя девочка скончалась от отравления продуктами горения. А ее 17-летней сестре был причинен тяжкий вред здоровью. Подсудимый признал свою вину. Суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В Кармаскалинском районе выявлена незаконная добыча песчано-гравийной смеси. Строительный материал получали недалеко от деревни Старые Киишки. Это выявили на днях во время инспекционного обследования местности. Установлено, что уфимская торговая компания под прикрытием строительства пруда на лесном участке вела добычу песка и его реализацию сторонним лицам. Информацию передали в МВД для доследственной проверки и принятия решения. Турецкие инвесторы реализуют в Башкортостане проект стоимостью почти 2,5 миллиарда рублей. Глава республики встретился с представителями компании «Саника Пайп». Они построят в регионе завод по производству пластиковых труб, плит и профилей. В обсуждении проекта приняли участие члены инвестиционного комитета республики. Инвесторы перед встречей осмотрели потенциальные площадки. Это индустриальные парки «Белкам» в Нефтекамске и Уфимский в Уфимском районе. Они отметили их удобное расположение и развитую инженерную инфраструктуру. Экс-мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев назначен исполняющим обязанности главы администрации башкирской столицы. Данное решение единогласно одобрил городской совет на внеочередном заседании. Ради Хабиров лично выдвинул кандидатуру Ратмира Мавлиева на должность мэра Уфы. По словам главы Башкортостана, Нефтекамск под его руководством за короткое время сильно преобразился, стал комфортнее, динамичнее развивается экономика. Ранее занимавший пост градоначальника столицы Сергей Греков теперь стал полномочным представителем республики в Москве. Его основной задачей будет привлечение инвестиций в регион. В стране примут новый закон, защищающий деньги россиян. В Госдуму внесут соответствующий проект. Согласно инициативе, счета, с которых украдены деньги, можно будет замораживать, а счета злоумышленников блокировать на 30 дней. Законопроект будет направлен против посредников, которым приходят украденные деньги перед обналичиванием. Пока подобные счета банки могут блокировать только по решению суда. Выбрать фирменный стиль 450-летия Уфы может каждый. Неравнодушных к башкирской столице приглашают проголосовать за символику предстоящего юбилея. Сделать это можно на сайте ufakonkurs450.ru. Из более чем 30 работ до финала дошли 3. На сайте можно подробно ознакомиться с брендбуками. Авторы проделали большую работу, создали шрифты, символику, плакаты, оформление сувенирной продукции. Голосование продлится до 24 февраля. Победитель получит 150 тысяч рублей. Авторов, занявших 2 и 3 места, ждут 100 и 50 тысяч соответственно. Сегодня в Пекине завершились 24-е зимние Олимпийские игры. Россия установила на них новый медальный рекорд – 32 награды. Последними серебро в копилку сборной принесли хоккеисты, уступив финнам в финале. Зато в той сборной выступали сразу 3 игрока хоккейного клуба «Салават Юлаев». Это Хартикайнин, Манинин и Гранлунд. Вообще Башкортостан на этой Олимпиаде впервые с 1992 года был представлен самым большим количеством спортсменов. 3-ю Олимпиаду подряд наши атлеты завоевывают медали в шорт-треке. Семен Елистратов показывает завидную стабильность. Еще 3 бронзы на счету биатлониста Эдуарда Латыпова. Подробнее об итогах Юлия Паршина. Вы меня как героя. Как героя встречаете. Спасибо большое. Не прошло и 2 недель после того бронзового финиша. Сразу после Семен Елистратов не знал, какую медаль будет показывать. После финиша я просто понял, что я в тройке сильнейших, и мне уже было абсолютно все равно. То есть
Я свою задачу минимум выполнил, а уже фотофиниш решал. Я знал, что я в призах, я знал, что не нарушил. И я уже до окончания результатов, вы видели, я там обнимал тренера, там на коленях стоял, плакал, радовался искренне. И мне было по большому счету не так важно. Я знал, что я в тройке сильнейших. Я знал, что я уже из Китая уже уезжаю с медалью. Итак, 3 Олимпиады подряд домой с медалями. Хотя после первых игр в Ванкувере Семен едва не бросил спорт. Тогда в начале 2000-х условия для занятий шорт-треком были совсем иные, чем сейчас. Ютились во дворце спорта на Зорге, тренируясь в 6 утра. Раздевалка в подсобке. Сейчас это уже в прошлом. После триумфа в Сочи, когда половину золотого квартета составили уфимские спортсмены, в столице Башкортостана было решено возвести специальный комплекс. В центре шорт-трека имени Семена Елистратова, конечно, все иначе. Мы предоставили, значит, индивидуальную Семену Елистратову раздевалку, в которой имеются велотренажеры, станки, которые необходимы для заточки коньков перед соревнованиями. Но на сегодняшний день он их забрал с собой в Китай. Сейчас более 400 детей занимаются в школе, где культивируется конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание. Больше 250 ребят занимаются шорт-треком. Для них и стал примером Семен Елистратов. Очень упорная борьба Семена Елистратова с другими соперниками. Мне лично очень понравился этот забег. Очень классно выступил. Достани, дотерпи, смоги! Бронзовая медаль! Российский биатлон жив! Эдуард Латыпов! Башкортостан! Самарская область! Россия! 3-е место, молодец! С 3 бронзовыми медалями вернется домой и Эдуард Латыпов. Биатлонист впервые выступил на Олимпийских играх. Впервые в истории российского спорта стал обладателем бронзы в составе российской команды в смешанной эстафете. Первая личная медаль среди мужчин в гонке преследования в башкирском спорте. Совсем близко было золото в биатлонной эстафете, но сказалось олимпийское волнение. В итоге 3-е место. Эдуард Латыпов родом из села Камышла в Самарской области. На его малой родине занимались только лыжами. В 10 классе решил пойти по стопам Максима Чудова и упросил родителей отвезти на пробы в уфимский спорткомплекс «Биатлон». Теперь он сам стал примером. По пути Латыпова идут спортсмены из Камышлов, чтобы пробиться на высший уровень. В биатлонной семье получился взаимовыгодный союз 2 соседних регионов. Первые лыжи Эдика, на которых он начал делать первые шаги в лыжных гонках. Теперь эти лыжи уже как раритетные, собираемся передать в музей. Готовить спортсменов олимпийского уровня в республике умеют. На нынешних играх выступили 12 атлетов в 5 видах спорта. Вновь представляли республику бобслеисты сразу 2 человека – Ростислав Гайтюкевич и Юлия Беломестных. За Башкортостан выступает и скелетонист Александр Третьяков, который остановился в шаге от призового подиума Пекина. Отметим Александра Кадейкина и Шакира Мухаммадулина, которые отправились в Пекин в запасе хоккейной сборной России, но так и не вышли на лед. Самое большое представительство в составе женской сборной России по хоккею от уфимской Агидели – 7 человек. Могло быть и больше, но в последний момент Илона Маркова из-за положительного теста ПЦР не смогла выступить на играх. Целый квартет отправился на Олимпиаду впервые. Кроме Марии Сорокиной, еще Вероника Коржакова, Мария Печникова и Полина Лучникова. Полина Лучникова вместе с Марией Баталовой числились в запасе, но девушки вышли на лед. Пришлось заменить тех, кто заболел. Я стараюсь не принимать ситуацию близко к сердцу, потому что это моя первая Олимпиада. Я безумно рада, что попала в состав, играла, наслаждалась этим моментом. Какие бы трудности ни были, все же нужно идти дальше и работать больше. У нас 4 бронзовые медали, олимпийские медали. И это, безусловно, успех. Успех республики, спортивной команды, но это, безусловно, и ответственность. Ответственность по подготовке к следующим Олимпийским зимним играм. А следующие игры пройдут в Милане. О них задумывается Семен Елистратов. Наверняка планирует и Эдуард Латыпов. И велика вероятность, что к тому времени у них появятся серьезные конкуренты. Ты готов в перспективе заменить самого Семена Елистратова? Найдутся и посильнее, но если нужно будет, я готов. Об итальянских победах мы расскажем уже через 4 года. Стартует новый олимпийский цикл. Юлия Паршина, Роза Хабибулина, Вахид Халимов, Владислав Минязев, Эдуард Гайнанов. Итоги недели. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго.